Друзья, очень добрый день. Я приехала в магазин «Поиск». Мне надо купить маме телевизор. Маме лучше, и ей уже скучно, я с ней сидеть не могу, не успеваю. А ей одной скучная сестра уехала. И вот несколько раз я ее спросила, может, тебе телевизор нужен? Она как-то не отказалась. И я вот решила ей все-таки купить телевизор. Ну, конечно, на ее собственные деньги. У меня нет лишних денег купить телевизор. Выбор большой в магазинах. Я остановилась на телевизоре, который стоит 13 990 LG. Ей большой он не нужен. Выбирала. Так, немножко пройдусь, покажу вам наш поиск. Тут вот бытовая техника, стиральные машины. Что-то еще приобретать, конечно, я не буду сегодня, кроме телевизора. Просто пройдусь, посмотрю, раз приехала. Я так давно не была здесь. В принципе, очень редко бываю. В последнее время особенно. На улице такая жара, здесь так прохладно, хорошо. Пылесосы. Ну, эта техника, если честно, у меня вся есть. Я ее еще покупала до того, как мы должны. Швейные машины. Вы представляете, у меня же лет 5 стоит швейная машина. Купила ее. Ну, так шить я особо, конечно, не умею, но для того, чтобы там прострочить что-то, что распоролось. Но она у меня стоит, я не умею ей работать. У меня была раньше такая обычная наша российская машина. А вот эта импортная японская машина, то ли японская, я не знаю, какой фирмы уже. И она у меня стоит 5 лет. Никак не доходит руки, чтобы мне кто-то объяснил, что с ней делать. Так, интересные штучки для ванны. Так много вещей, которые мне нужны и которых я пока не могу приобретать, друзья. Так что приходится просто снимать и смотреть. Ну ничего, будет время, что я и буду покупать. Я не отчаиваюсь. И вот вещи тут. Все, что необходимо дома. У нас сломался компьютер. Мне очень нужен был или ноутбук, или компьютер, но лучше ноутбук, конечно. Но пока я не могу его себе купить, позволить себе его купить. Пока дочкин привезла. Ей тоже, она работает учительницей, ей тоже нужен свой компьютер, свой, в смысле, свой ноутбук. Много чего. Между прочим, кофемолка у меня сломалась. Так, у меня, в принципе, техника есть. Посуда. Кастрюли красивые очень, правда? Мне нравятся вот эти вот стулья. Когда-то приезжала, здесь они были еще. Но пока не на мою кухню. Видите, какие красивые стулья. Вообще для кухни стулья тут очень красивые. И стулья, и столики. Посуда красивая очень. Этот красивый сервиз очень мне нравится. Это с розами уже приелся. Мне, в принципе, и поначалу не нравился, а сейчас не нравится.
Так, снимать тут, конечно, очень много времени, есть вещей, но мне просто нет времени. Холодильников тьма. Смотрите, сколько их. Так, ну и холодильники мне не нужны, я просто сниму для вас. Правда, вот это вот переносной холодильник, морозильник, вернее, вот этот переносной, не очень нужен. Но пока я не могу купить, но я куплю. Мне обязательно он нужен, потому что я как-то вам и не говорила, но я делаю заказы, у меня полуфабрикаты по заказу делаю. Манки, пельмени, вареники, все такое, голубцы, тефтели, ну все, что можно есть. И вот такой вот переносной, наверное, морозильник мне все-таки нужен, потому что жарко. И пока я заказ довожу до места, если далеко, то приходится, он размораживается, неудобно бывает. И в принципе я вот сейчас летом уже больше 1,5 месяца не работаю, не делаю ничего, так очень редко заказик небольшой сделаю и все. Видите, вот такие вот морозильники переносные, они очень удобные. Так, ну все, друзья, сейчас пойду возьму телевизор маме. Выбрать я его выбрала, уже на оформление положила, но мне придется его брать в рассрочку, конечно, на мамины деньги. С пенсии мама большой холодильник 91 000. Ну, холодильники у меня есть. В принципе, техника у меня пока вся есть. Так, друзья, мне нравится вот эта белая посуда очень. Оригинальные даже. Такие. Какая красота. Хотя тут в поиске, конечно, чуть-чуть идет дороже. Все. Хочу именно такое, чтобы голубцы здесь сделать. Мне кажется, очень будет. Так, когда вот для семьи, для нас там много будет. Но вот когда вот гости собираются, домой читаем, тогда вот в такой большой кастрюле. Вообще-то есть еще и вот такая поменьше. Ой, друзья, женщина, наверное, никогда не насытится посудой. Ой, так. А вы знаете, как-то у меня, когда раньше были дети поменьше, помладше, вернее, они ели больше. Сейчас вроде бы повзрослели, должны были есть побольше, но что-то уже маленькой кастрюльки борща нам хватает на 1-2 раза даже. Так что уже я на большую посуду и не смотрю, а раньше варила, по-моему, побольше. Чайники интересные, что по ценам, что в дизайне. Какие хотите. Ну, я, знаете, я не люблю электрические чайники, если честно. Не знаю почему. Видите, чайник Philips стоит даже 6 000, 5 000, ну почти 6. Вот этот вот вообще стоит 9 869. Это уже не на мою кухню. Так, ну вот мне нравится такой темный чайник. Красненький такой. Что-то мне вот эти кастрюли тоже понравились, темно-синие. Набор, по-моему, да, 2 399. В принципе, не так дорого. И вот этот набор мне понравился. И вот мне нравится вот эта вот кастрюля. Она качественная, хорошая. Посмотри, сколько она стоит. Хорошо, что со мной нет сыновей, а то если бы со мной был кто-то из мальчиков моих, то давно бы я отсюда ушла. Сегодня сама, с мамой дочка. Я так спокойно, просто хотя бы посмотрю, если даже ничего не покупаю. Так, такое дело у меня как-то было, но он у меня сломался. Кухонный. Типа комбайна. Не комбайн, а блендер, но он быстро у меня сломался. Хотя не быстро, тогда я делала салаты для продажи. Он очень много чего мне натер. Наверное, просто свой потенциал закончил, поэтому и сломался.
Окружных блендеров навалом. Все, друзья, все. Телевизор мне уже, наверное, оформили. Пойду возьму.